Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Фаткуллина Динур Рустемовна, я доцент кафедры изобразительного искусства художественно-графического факультета Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы. На вступительном испытании по академическому рисунку вам нужно знать следующее. Форма сдачи очная. Вид экзамена – выполнение изображения натюрморта с гипсовой розеткой с представленного образца. Натюрморт будет состоять из 4-5 предметов домашнего обихода, средней сложности, локальных по окраске, и один из этих предметов – гипсовая розетка невысокого рельефа. Постановка на нейтральном по цвету фоне со складками. Материал выполнения – графитный карандаш. Бумага формата А2 – это половина ватманского листа. Продолжительность вступительного испытания – 4 часа. Обратите внимание на то, что поступающие с ограниченными возможностями здоровья, для них увеличивается время испытания на 1,5 часа. Всего дается одна попытка. Минимальное количество баллов 50, максимальное количество баллов 100. Критерии оценивания. Композиционное решение. При компоновке предметов на листе вы должны учитывать следующее. Расположение самого листа, горизонтальное или вертикальное. Нужно учитывать также размер предметов при компоновке на листе, чтобы они не оказались слишком крупными или слишком мелкими. При построении смотрите на передачу линейной перспективы, пропорций, взаимного расположения предметов в пространстве. Конструктивное построение с учетом осевых линий по горизонтали и по вертикали, всех эллипсов и соразмерности предметов. При выполнении светотеневой моделировки вам нужно помнить о 6 основных светотеневых градациях. Это блик, свет, полутень, тень, рефлекс и падающая тень. Также учитывается передача воздушной перспективы. Обращаем внимание на технические навыки в работе с графическим материалом. Очная форма сдачи. Внимание! Необходимо будет явиться на экзамен за 30 минут до начала вступительного испытания к месту проведения экзамена согласно расписанию. Корпус БГПУ со стороны улицы Ленина. При себе необходимо иметь паспорт, все необходимые документы, а также принадлежности. Сюда входят карандаши, твердые и мягкие, ластик, лячка, резак. И, конечно же, сам формат. Расписание вступительных экзаменов вы можете найти на сайте приемной комиссии. Академический рисунок отмечен желтым цветом. Консультация 22 июля. Экзамен будет 24 июля с 10 часов. Резервный день 26 июля. Для подготовки к сдаче вступительных экзаменов вы можете найти информацию также на сайте приемной комиссии. Разберем примеры, представленные на слайдах. Примеры это со вступительных экзаменов предыдущих лет. В целом они выполнены на достаточно высоком уровне. В каждом из них есть свои плюсы и свои минусы. Пример с правой стороны. Здесь хорошее крепкое построение, конструктивное, с передачей форм. Предметы выполнены пропорционально относительно друг друга и относительно зрителя. Соблюдена линейная перспектива. При выполнении тоновой моделировки обратите внимание на то, что в самом кувшине немного не хватает рефлексов. И это не дает полного ощущения воздушной перспективы. Также здесь можно было розетку, которая находится, в общем-то, на заднем плане относительно зрителя,
не так четко выполнять все элементы, которые, кстати, выполнены очень хорошо. Но можно было их немного обобщить, для того, чтобы вывести на передний план уже крошку и лежащий овощ. В целом работа выполнена на высоком уровне. Качественная штриховка, построение и тоновая моделировка. На левом примере нужно обратить внимание на следующее. Здесь есть воздушная перспектива, тоновое соотношение предметов относительно друг друга, конструктивное построение, передача формы предметов и сложных складок. Этот натюрморт выполнен также на довольно высоком уровне. Относительно натюрморта с правой стороны, гипсовая розетка здесь находится действительно на заднем плане, хотя моделировка ее выполнена достаточно четко. По вопросам вы можете обращаться ко мне на соответствующий электронный адрес, который представлен на слайде, а также задавать вопросы в WhatsApp по номеру телефона 8 937 36 39 381. Добро пожаловать, мы будем вас ждать на наступительных испытаниях. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. По ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными
возможностей здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.